Так, марш Дойл, приходите свободным. Сегодня у нас 10-й урок программирования при помощи языка JavaScript и двух, скажем так, в кавычках, недоязыков CSS, Cascaded Style Sheet, и HTML, язык строковой разметки. Все эти три языка используются для передачи вам веб-страницы, скажем так, на ваш компьютер, который браузер ее отобразит. Браузер понимает вот эти языки и рендерит изображение на вашем компьютере. Так, Хаймерс, сделай новый файл, как всегда. Назови его Solar, System, солнечная система. .html расширение. Ты уже знаешь, короче. Так, дальнейшее действие ты тоже должен был уже освоить. Отлично. Название, заголовок. Пиши там Solar System Animation, скажем так. System пишут с этой Y или Y. Не с И. Не, после первой S. Да. И название тоже поправь. Что это слово часто встречается в английском языке, и ты когда-нибудь неправильно его напишешь все равно, если ты сейчас не поправишь. Solar System Animation добавь. Тире можешь убрать, потому что это не название файла, а заголовок. Все просто с большой буквы пишешь. Первая буква большая, да? И Solar System тире тоже убери. Да, это незначительные мелочи, но будем соблюдать. Solar System. Animation. Отлично. Так, давай-ка теперь начнем. Зайди в теги body, то есть что будет отражаться у нас на странице, и создай div. Используй тег div и создай div. Внутри дай ему атрибут или класс типа sun. Напиши класс. Неправильно. Сделай отступ, напиши класс. Да. И вот этот класс, подсказка была тебе. Видно, снова сотри последнюю букву. Вот. Щелкни Enter. Вот. И внутри кавычек напиши sun. Отлично. Все. Это то же самое, что и ID, Хаймерс. Причуя? Это то же самое, что и ID, просто в отличие от ID у класса, вот атрибута класс, есть возможность сразу всем, то есть несколько у тебя может быть элементов, которым ты дашь вот этот самый класс. В случае же с ID это уникальный идентификационный номер, вернее слово кодовое, ты не можешь его несколько раз использовать. То есть ID может быть только один. А так они выполняют абсолютно одинаковую работу. Ты будешь использовать их в JavaScript или в этой CSS для того, чтобы их свойства менять. Или какие-то новые свойства давать. Напиши между вот этими дивами, между дивами, да, напиши большими буквами sun. Это будет солнце. Все. Отступ можешь убрать. Так, вот мы создали солнце, div под названием солнце. Теперь
Давай создадим первую планету, которая крутится. И это также создается при помощи дива. Кстати, можешь, если вообще комментарий можешь использовать, но можешь и не использовать, если хочешь. Разницы нету. Программа слишком простая, чтобы комментарий нам без комментариев могла кого-то запутать. Дай ему класс Orbit. Orbit. То есть это орбита. Сделай отступ прямо, нет, прямо внутри этого кавычек. Прямо внутри кавычек орбита. И напиши орбит 1. То есть орбита первой планеты от Солнца. Какая первая планета от Солнца, Хаймерс? Марс? Нет, Меркурий. Меркурий. Так, орбит 1, единицу дай ему, потому что эти они должны отличаться. Слитно, напиши единицу. Ага. Все нормально. Так, внутри этого, расширь вот этот div, чтобы внутри другой div можно было. Щелкни Enter. Угу. Так, и создай div с классом Planet. Делай то же самое, что с внешним классом, и создай, там напиши в кавычках Planet 1. Как Orbit 1. Это как бы его дочерний класс. Вот есть вот этот div, это его child или parent и child. Что такое parent, child, знаешь? Нет. Parent это родители. Родители? Да, parent. Да, родители. Латинское paternal, pater, что-то такое в этом, видимо, оттуда взято. Или от французов, которые уже от латинского взяли. Так вот, parent это родители, а child это ребенок, это ты знаешь. Вот этот внешний вот div это как бы parent, родитель вот этого внутреннего child. Поэтому вот это соотношение программирования очень важно, потому что ты, меняя свойства родителя, автоматически за собой тащишь вот этого ребенка. То есть он в зависимости от него находится, как дети от родителей зависимы. Так, раскрой вот этот div тоже. Внутри мы создадим еще один child класс, скажем так. Создай div. И класс label дай ему. Но уже с одним словом просто. Label. Не, label. Пиши по-английски. Да. Все. И дай ему название, потому что класс label будет у этой планеты Mercury. То есть между этими. Не между. Между тегами напиши Mercury. Все. Меркурий и планета означает, но а также знаешь, что это по-английски означает? Нет. Ртуть. Ага. То есть Меркурий это и ртуть. Я не знаю, ртуть пишут так же, но звучит он примерно так же. Меркурий. То есть ртуть. Ага. Так, отлично. Ажал, мы создали так, div. Так, 2 дива здесь, 2 дива здесь. Теперь мы первую планету мы создали, Солнце здесь. Зайди в head тег, это заголовочный тег, head вверху. Освободи место и стилизовать будем. Ага, style. Раскрой его. Так, напиши body. То есть мы всей этой странице зададим, потому что нам нужно черное небо. Вернее, черный космос нужен. То есть вся страница будет заполнена у нас тьмой, скажем так, непроглядной. Сделай отступ и curly braces. Напиши margin 0. Margin column 0. O. Англичане говорят O. Так, следующее. Display flex. Следующая строка.
Display Flex. Следующая строка Justify-Content Center. Отлично. Align items теперь. A-L-E-G-N. Align. То есть что-то вот так выстроить или соединить. Align items. Items – это предметы. В игре часто используется это слово items. Найди какой-то items. Напиши center. Center. Так, следующее. Напиши height, то есть высота. 100, 100. VH. Маленькими буквами прилепи к этой 100 VH. H, не И. Все. Отлично. Молодец. Так, следующая строка. Назначь ему цвет заднего фона черный. Background color. Background бог. Задний фон бог, да? Color – это цвет, ты знаешь. Black. Напиши black просто. И все. Так, ты закончил body. Это будет черная космос. Оставь теперь body, перейди новый, создай новый. Освободи место. Освободи место под этим. Все, что будем делать дальше, будет пока происходить в этом стайле. И body URL создай просто новый класс, новый CSS, curly braces, новый. Да. Отлично. Создай. Так, солнце, точка. Впереди вот этого слова sun поставь точку. Впереди? Да, впереди. Дело в том, что это не ID. ID должен, ты ставишь вот этот символ решетки впереди. И тогда ты можешь в CSS обращаться с нему. Чтобы отличаться от ID, класс вот этим только понимает. Он понимает, что если точка, значит там класс, а не ID. То есть, поэтому он делает. Curly braces ел. Отступ, curly braces. Раскрой и теперь опишем свойства Солнца нашего. Поскольку мы создали div под названием sun, нам нужно его сделать круглым, нам нужно его как-то отобразить, дать ему желтый цвет, бла-бла и все такое. Давай размером его сделаем 100 пикселей. То есть дай ему ширину 100 пикселей и высоту 100 пикселей. Так, ширина уера. Width. Запомни важное слово и тяжело его произнести. Width, 100? Повторяй. Width 100, да, 100 пикселей. 100 px. Отлично. И высоту 100 пикселей тоже. Не топ. Топ – это потолок, верх, а не высота. Высота – это размерность. Height его. Тоже 100 пикселей, отлично. Так, задний фон желтый сделай. Посмотрим, сможешь ты сам это. Только что у нас было yellow cap. Футбол духань. Желтое такси. Cap это вообще-то вот эта бричка, вот эта карета старая в Лондоне, которая раньше вместо такси была. Но название сохранилось, и его автоматически на машины перенесли. Поэтому yellow cap это как бы означает такси. Так, теперь сделай свойство border radius. Поскольку у нас получилось квадратное солнце, ты можешь, кстати, прямо сейчас запустить, пока не делай, и увидит это солнце. Проверим, что у нас будет. Там но интересно посмотреть, что будет. Видишь, квадратное солнце у нас. Вот чтобы его округлить,
Вот этот border радиус мы будем использовать свойство. Вот этот border, сделай border радиус 50%. То есть половина у него закруглится во всех 4 углах. Процент, знак. Ага. И он станет круглым по теории. Проверим? Да, стал круглым. Все правильно. Так, давай дальше. Position. То есть позицию надо. Абсолют сделай. То есть выведи его из обычного течения. Вот это. Position абсолют. Выведи его из обычного течения размещения этих элементов по правилам HTML. То есть он выводится, и уже CSS решает, куда его воткнуть и где, как он будет. Так, position absolute. Дальше идешь, напиши display flex. Вот эту надпись внутрь сейчас мы помещаем, потому что она с краю там, слово солнце, а надо, чтобы она внутри была. Поэтому мы сделаем position absolute display flex и напиши justify content. Justify content. Не text, а content. Да. Напиши center. Интересное слово justify часто используется. Удовайн, Хаймерс? Что это такое? Justify – это оправдывать. То есть на суде оправдывать или оправдываться. Что это? Justify или существительное от него justification. Justice – это справедливость. Так, видимо, эти слова имеют какое-то однокоренное происхождение. Justification, justice, justify. Ну, justice – это еще юстиция. Ну, это от слова юстиция. Да, юстиция, дукка дошни, что обозначает. И lawyer, и юстис, и, в общем, вся эта латинская юра, вся эта латинская тоже используется. Так, align item связи. Опять, align – это разместить их где-то в пространстве, вот это items center, конечно же. Так, Ctrl-ST, так, дай посмотри, появилось слово в середине или нет. Куда ты ушел ты у нас? Нет, я центр переместил. Во, я вижу. Все, в центре, Sun это как align items, это что ему, типа текст перенести, да? Да. И background из его нахил цветью. А вот когда ты у color текст идет, то есть что к нему отношение имеет. Этот background как бы родитель. А вот items, вот этот текст и есть items, то есть предмет. Хотя звучит, конечно, awkward, как это, текст может быть этим айтемом. Ты же, когда в игру играешь, какие-то айтемы, там какие-то мечи или чего-то. Ну, в данном случае, да, там, или картинки, что-то оно будет. Можешь, если хочешь, чтобы это сан было написано каким-то, я не знаю, жирным каким-то, то солид, язык, но не нужно, оставим так, давай. Так, у нас одинокая вселенная, где есть только одно солнце, и вокруг тьма космоса. Давай создадим первую планету нашу. То есть сначала создадим орбиту. Создай класс орбита, мы уже задавали в Divi, ты видишь. Ты знаешь, как к классу CSS обращаться. Давай создавай новый этот. Свойство опиши. Точка. Тесла, отвертка, первая планета от Земли и Алири. Нет, от Солнца. От Солнца до планет. Вы третья планета, да. Если ты какому-то инопланетяну захотел бы дать наш адрес, то ты должен был по правилам вот так говорить там, личное, какой-то кластер галактический, я не знаю, я забыл. Потом Млечный Путь, потом планета 30 тысяч световых лет от центра, желтый карлик, третья планета Солнечной системы. Поэтому первая планета у нас Меркурий, потом Венера, потом мы, потом дальше четвертая, это Марс и так далее. Поехали. Создай новый вот этот класс орбитный класс, как и сан класс, и сан орбит класс создать, и поехали.
Сегодня у нас урок короткий, быстрый и интересный. Орбит. Дальше что нужно, ты знаешь. Молодец. Точно так же позицию абсолют. То есть все у нас будет абсолютным. Position абсолют. Следующая строка. Граница, border. Border. Border, border. Бордюр. 1 пиксель. 1 pixel, please. 1 pixel space, write solid. Solid, write pixel space, write solid, solid. Solid snake. Solid, снова space. Space. И напиши white. White. Белый. Пусть белым цветом у нас орбита будет обозначена. Отлично. Следующая строка. Точно так же орбитяц, она круглая должна быть. Пока она у нас квадратная. Что мы делаем? Помнишь? Border radius. Да. Сколько border радиус нужен, чтобы абсолютно круглый был, квадратное тело превратилось в абсолют? 50%. Великолепно. Пиши. Marvelous. Marvelous. Так. Следующее. Вот теперь мы объявим анимацию, чтобы... Пиши animation. Animation. Rotate. Rotate значит вращать по-английски. У них есть несколько слов, которые обозначают вращательное движение. Одно ты 100% слышал. Вот это rotate, это одно. А второе, как ты думаешь, Хаймес? Мы все почти люди его знают, но не осознают. Rotation. Rotate пиши. Rotate. Кто догадается, Фульк. как? Не фульк. Хотя близко. Не фульк. Как по-английски будет вращать? Вращаться. Даю подсказку. Барабан. Есть rotate, глагол вращать, а есть глагол revolve. Револьвер от этого. Revolve. Revolve значит тоже вращаться. Крутить что-то. Ну когда из револьвера стреляешь, там же барабан. Да, барабан вращается, револьвер поэтому. Есть rotate, есть revolve, есть еще несколько слов. Я Сейчас, секунду. Напрягусь, вспомню. Пиши. Подожди. Animation, rotate. Дальше продолжай. Наушник вырубился. Мой вырубился или твой вырубился? Он еще на Bluetooth сидит. Да, лучше надо его открыть. Повтори, Тесла. Так, animation, rotate, space, E. Дальше писать надо. У него несколько аргументов у этого свойства. Мы будем давать ему, вернее, несколько аргументов. Так, пиши там infinite. Infinite, интересная дождь. Infinite. По-моему... Вечность? Да, бесконечный. Infinite. Бесконечный бог. Не вечность, а бесконечный. Вечность это forever или... Есть еще слово вечность. Забыл я. Как вспомним, скажем. Infinite это бесконечный. Дальше опять space. Linear пиши. То есть линейная будет у нас прогрессия. Равномерно будет. То есть не делать там рывки или замедляться, а именно вот так или линейно будет вращаться вокруг нашего Солнца планета. Отлично. Так, орбита у нас готова. Можешь Ctrl-S сам проверить, появится она у нас там или нет. Нет, не появилась. Пишем дальше. Не пишем дальше, все нормально. Так, пиши. Новый класс. Новый класс. Орбита, нет, новый класс. Орбита класс уже ты все описал. Создай теперь новый опять класс. Точка. Орбит 1. Точка. Орбит 1. Так, орбит 1. И в этих... сделай одну здесь интересную вещь. Подожди. Вот эти curly braces,
чтобы ты его curly brace ищи, чтобы они были не так, а по одной линии располагались. Потому что орбит будет много, потом мы, добавляя планеты, будем их в ряд писать. Верни его на ту же строку, вот это, вот, ага, и между ними писать будем, вот внутри этого. Да-да, в одну строку будем писать. Напиши width, потому что разницы нет, что так писать, что так писать. Width 150 пикселей. 150 pixels, please. Так, точка, запятой. Дальше подступ height. Высота. Высота 150 пикселей. Дальше отступ, точка, запятой, отступ. Animation duration. То есть длительность анимации. Часто будешь слышать это слово duration в научных экспериментах или фильмах, я знаю, английских. Это означает промежуток времени, который длится какое-то событие. То есть и продолжительность Бог дал. Duration. Он на SpaceX, когда они запускают эти ракеты, если ты по-английски будешь их слушать, там они будут говорить, короче, duration engine там работал в течение столько-то времени, они будут использовать это слово. Так, 10 секунд. Отлично. Оставь теперь все это, перейди на новую строку. Создай класс планета, точка planet. И чисто для проформы, и после орбиты оставь немножко пространства, даже в два этих орбита 1, после него. Во. Потому что там нам нужно будет добавлять планеты, там место нужно просто. Make sure, что так, и в этой планете, и на этот раз тебе нет необходимости в одну строку писать. Раскрой его. Как обычно будем писать, описывать класс. Раскрой curly braces и пиши width. То есть мы сейчас описываем первую планету Меркурий. Ну, они все одинаковые у нас будет, потому что класс одинаковый. То есть все они будут 20 пикселей. 20 пикселей, 20 пикселей. Ширина 20 пикселей. Дальше что? Высота 20 пикселей. Поскольку у нас квадрат, то квадрат нужно превратить в круг. Ты знаешь как. Круглая, чтобы была. Отлично. И опять позиция абсолютная. Position absolute. Надо его вытащить из HTML-овских правил. Абсолют. Теперь его расположить надо. Поэтому топ, потолок, топ. По-чеченски означает ружье или винтовка. Топ. 50%. Комментарий еще. Приход Хольцеги Ибрahim Бас. Парман. Вот эти комментаторы, как стать чеченцем, бог, что там целый этот развели. Left. Сейчас будем их чеченскому учить тоже. Left. 50%. Так. Скажи, скоро курсы тоже начнутся, чтобы подписывались, дебилы. Напиши transform. Трансформировать. Это слово и так понятно. Translate. А? Мацабу. Да. Translate. Translate в кавычках, это функция, у него есть напиши минус 50%, запятая минус 50%. То есть два аргумента. Без кавычек. Запятая. Запятая и минус 50%. Запятую забыл. Отлично. Все. Теперь перейдем к нашему лейблу.
Но сначала нажми... Куда Ильези Тесла шел? Ага, Крюма Илцеезон. Нажми Ctrl-S, посмотри, что у нас на это творится. На нашем этом. О, появилась орбита. Бог создал Солнечную систему и положил первую орбиту. Была тьма. Да, потом с кем он там дрался? С Яковом. И была тьма. Сейчас он с Яковом драться будет. Так, создай теперь новый этот класс, назови его, который у нас уже есть. Называется он Label. Label это бирка. Точка Label. Как мы писали лейбл? Лабель. Будет, если буквально сказать. Curly braces. Так, лейбл position absolute. То есть его надо просто привязать к нашей планете. Position absolute. Топ 30 пикселей. Left минус 10 пикселей. 30 пикселей. Не, left пиши с новой строки. Это отдельное как бы свойство. Минус 30. Так, пиши дальше. Font size. То есть размер текста. Потому что это у нас бирка, а бирка это же просто написанные буквы. 12 пикселей пусть будет. 12, 10, в общем, не важно. И цвет, color, цвет текста, color, white. Отлично. И, наконец-то, приступим. Так, 42. Нет, мы должны еще планету 1. Так, у нас же есть, у нас есть орбита 1, у нас есть орбита 2, но у нас есть планета, но нету планеты 1. Давай, точка, новый класс опиши. Точка планета 1. Да, можно там, можно из общем. Точка планета 1. И тоже в одну строку пиши, потому что у нас их будет много. Curly braces, и внутри этих curly braces пишешь background color. Цвет заднего фона. Напиши серый. Как будет по-английски серый? Grey wolf. Серый волк по-английски. Grey. Имя даже есть, по-моему, Grey. Так, и пиши топ. Минус 10 пикселей. И left 75 пикселей. Точка запятой. Left 75 пикселей. Парень, ты неплох. По крайней мере, сразу все неплохо пишешь. Если так, бы я еще и не спал бы на уроке. Раскрой еще дольше. Чтобы не спать, знаешь что? Это последнее известное очень рецепт, короче. Когда я им воспользовался, действительно работает. Нагрейте вот и дугдац. Обычно нам хочется спать из-за этого высокого сахара, содержания сахара. То есть нас то тянет к сну. Тесла, я вообще утром только засыпаю 8-9 часов, но когда именно на урок сажусь, хотя я очень горю желанием, мне нравится, я полностью хожу в курс, увлекаюсь. Да. Но все равно целый урок с открытым ртом, половина глазами, каждый урок. Я не знаю, что это. Да, Тундел. У меня короче, борьба идет за одно с уроком против. Да, слушай рецепт, тебе не повредить его проверить. Я его 3 дня назад проверил, это работает. Короче, кяхкин дугдуй, ты нагреваешь просто кашу из дуга или, не знаю, какое-нибудь блюдо дуганца, неважно.
А когда ты его делаешь, и он готов прям, то в этот момент там самое высокое содержание сахара в рисе. Когда ты его только из него кашу сделал, диабетикам его нельзя, или вообще людям он сахар поднимает, нас начинает тянуть ко сну, особенно когда мы монитор смотрим. Надо дать ему остыть. Полностью холодильник чуть делан, когда ты дашь ему остыть, он со специальной вот эти молекулы превращается в так называемый resistant starch, субстанцию. Они проходят такую трансформацию. Потом ты его вытаскиваешь, можешь нагреть и кушать, и он тебе будет помогать от этого, от сонливости. Проверено работает. Действительно, этот resistant starch, вот эта молекула, она начинает инсулин регулировать в твоем организме, и вот этот диабетический склонность ко сну. У тебя в роду были диабетики, Пармат? Нет. Ну, ты просто не знаешь, наверняка были. У нас у всех они, наверное, были. Хороший был вопрос. Да, ты, короче, попробуй вот этот рецепт. Я вот попробовал, это действительно целый день, обычно меня тянет ко сну. Лишь полчаса монитор смотрю, все, уже начинает тянуть к сну. После этого я целый день сидел перед монитором, и как это сова просто, короче. То есть хороший рецепт, пишешь он. Это не я придумал, это в английском интернете сейчас очень сильно разгоняется, там об этом узнали, ученые это исследовали, resistance свойства, то есть это как бы не ультрасовременная, ультрапоследняя новость, которая действительно работает. Так, давай Просто так я перед монитором сутками сижу, и вообще у меня сон, я такого вообще не знаю и не сплю. Это из-за того, что у тебя интерес есть что-то это делать. Так интерес же у меня и тут есть. Не знаю, на всякий случай попробуй. Но ты как бы вне этого урока заниматься будешь молодец, то только в этот момент, когда ты здесь ты начинаешь, а естественно для твоего мозга это что-то. А без меня это что-то было такое привычное, наверное. То есть я тебя вытаскиваю как рыбу из воды, из своей привычной среды, и твой мозг начинаешь начинает сопротивляться, видимо. Да, так, давай писать дальше. Давай. Так, теперь в самый низ после этого лейбла напишем нашу функцию для анимации. Освободи место там и пиши собачка, вот этот символ, по-английски, по-моему. Keyframes. Вместе прям слово пиши, keyframes. Уже есть там у тебя. Ага, keyframes. Напиши название rotate. Rotate. У нас уже есть вверху эта анимация, мы дали ему название rotate, или она уже есть там в базе данных, видимо, в библиотеке. Так, rotate. И внутри этих скобок пишем from, то есть from, внутри скобки from, от Богду, это предлог, preposition, curly braces, отступ, curly braces. Напиши внутри curly braces transform, rotate, и в скобках 0 degree, zero deg, слитно прям с ним. Zero degree, то есть 0 градусов. Degree по-английски это градусы. Новая строчка внутри прямо этого тела функции rotate. Новую строчку. Убери этот одиноко стоящий. Нет, все нормально. Напиши to. Опять то же самое, создай curly braces. To с одним O, не с двумя. Потому что с двумя O, to, это значит слишком. Так, transform. То же самое, просто вместо 0 degree напишешь 360 degree. То есть на все 360 градусов пусть он вращается. Начиная с нулевого до 360 градусов он совершит полностью идеальный круг. 360 deg. Отлично. Все. А ну запускай теперь. Ctrl-S.
Уху. Пошла планета. Ура! Еще и с именами. Да, Меркурий. Что-то у нас как-то вне этого своего. Надо Немножко посередине сделать орбиту Тесла. Почему Планету. название прилепить внутри этого? И Да, это можно название извернуться. и планету посередине орбиты сделать. Ну это у нас просто не хватит времени технического. Нам 2 часа, 3 часа придется возиться. Ага. Не, хватит у нас времени, но слишком дахлордовое. Давай я что хотел. У тебя есть вот весь этот шаблон. Можешь следующую планету Венеру добавить? Сумеешь? Венеру Я тебе буду добавить. помогать. Закончим урок, пусть зрители потом добавят все планеты. Одну планету сумеешь добавить? Или до Земли добраться 3 планетами? Это интересное, загадочное. Планету 2 сделать надо даже? Нет. У нас есть класс. Класс можно множеству добавить. У тебя есть две строчки, которые прямо написаны. То есть без этого. В одну строку я знаю, что есть орбита, то есть тебе нужна новая орбита. Все остальные классы описаны, и он автоматически все эти размеры на них кинутся. Тебе нужно всего лишь орбиту 1 описать, новую, и планету 1 новую описать. И, естественно, название надо дать в этой в HTML body. Зайди лучше в HTML body сначала. Давай первое, что сделаем. Зайди в body HTML. CSS вали HTML. Старстайлер вал. Не, внизу просто она. Вот здесь, да, body HTML. Посмотри, где у тебя Меркурий находится. Вот точно это самое. Выдели его с дивами его, вместе с дивами его. И создай точно такую же, но вместо Меркурия, так, Shift-Alt, стрелка вниз, или копируй, я не знаю, как хочешь. Shift-Alt, стрелка вниз. И поменяй название на Меркурий. Не Меркурий, а на Венера. Венус по-английски будет, кстати. Венус. И планета 1 у тебя должна превратиться в планету 2. Естественно. Все, первый шаг мы сделали. Так, все. Кстати, ты немножко неправильно сделал. Ты его сунул внутрь орбиты 1. Так, орбита 1. А нам надо было создать полностью его скопировать. Ты его туда сунул. Так, попробуй вместе с орбит 1 полностью сотри его. Полностью сотри. Или сотри его, чтобы не мешать. Потом вы напишешь ничего, чтобы тебя не запутало это. Сотри, удали еще, вернись назад, давай. Go up. И вот этот div, который у тебя внизу. Да. Вот этот div, который у тебя внизу. Класс орбит. Так. Это вот этого div. Нет, потому что орбита 1, у тебя же нужна орбита 2 еще. То есть ты должен и это тоже скопировать. Но и Бухардива халац. Бухардиви? Да, он же орбита 1, не див мадуи. Да. Так, его тоже все скопируй, кроме класса sun. Кроме дива sun. Вот. Shift-Alt, стрелка вниз. Все. Теперь все ты, где единица двойка, а где Меркурий, напишешь Венус. Планет 1 тоже. Все. Здесь мы работу закончили. Ctrl-S, сохрани. Перебирайся обратно в Style. CSS. Cascading Style Sheet. Так, теперь пишешь орбита 2. Отлично. Видишь, где нужно писать? Орбит.
без сахара. И уже здесь ты должен эти размеры не 150, а, допустим, 200. Потому что орбита же растет, от Солнца мы удаляемся. Двести. Ну и, естественно, скорость. Ты же не хочешь, чтобы как реактивно бегал. 20 секунд пусть будет. Или 15. 15 сделай. То есть она будет вращаться медленнее, потому что она дальше находится от Солнца, и год там будет длиться дольше. Не как на Меркурии, там сколько там год длится, 3 месяца. О, догадался скопировать. Planet 2. Так, цвет тебе дай другой. Пусть каким будет у нас Венус? Пусть он будет, я не знаю, голубым или еще каким. Или лиловым. Так, вот эти 75. Голубое море, Азорас. Blue, yeah. Blue, так. Вот эти размеры, я не знаю, может их нужно подкорректировать. Так, Left 75, по-моему, нужно их подкорректировать. Посмотри на своем этом Ctrl-S, да. А, все нормально, ничего не нужно корректировать. Пошла у нас это. Землю сможешь создать и закончим урок? Потому что дальше идет Земля, третья планета Солнца. Сможем. Сначала иди в HTML и создай div. Потом его... Нет, div создай сначала. Да, не нарушай порядок. Несуществующий div описывать лишь. И вот так у нас Итак создал Солнечную систему. Ну что ли? Так, Эрф, да, по-моему, Эрф ты правильно написал. Я сам не уверен, правильно ты его написал или нет. Проверь. По-моему, правильно ты написал. Да. Да, Несязина. Эрф. Так, Planet 3, орбита 3. Все, давай опиши ее в CSS. Сделай ее зеленой. Ведь наш мир же зеленый, не красный. Земля. Я вот так хочу выбрать его просто. Зелено-голубая планета. Все, оставь так, все как есть. Все нормально. Кстати, почему? Да, все правильно. Все, появилась и Земля. Орбита, электрондеакция Тесла. Надо вот там с пикселями пошаманить, с процентами пикселями. У нас сейчас просто технически времени не будет. Ты можешь в рамках домашнего задания все это сам попробовать сделать. Потом прямо в эфире ты будешь долго возиться. Так, давай. Всем спасибо. Сделал. Марш Ойла.
Маш Ойла, оставайтесь свободными. Адик Штейн. Это был урок чеченского, не чеченского, а программирования для чеченского, потому что чеченского программирования не существует, а вот программирование для чеченцев вполне может существовать. Имеет И право. также, как стать чеченцем, будут скоро курсы у меня на канале. Подписывайтесь. Также Да. есть 1xbet, биткоин. Подписывайтесь. Можно выигрывать миллиарды, просто один клик. Курсы у меня будут. Как избавиться от лысины? Будут курсы, да? Да. Как бороду отрастить жидкую, хорошую, как у Абдурахмана Шишани. Да. Как у Абу Саддама Шишани. Так, давай тогда закончим.